В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. И в этом выпуске. Снова количество суточных больных коронавирусом в Якутии перевалило за 200. Глава Якутии с рабочим визитом посетил Хангаласский район. Ряд северных и арктических районов Якутии в следующем году получат новую технику для нужд ЖКХ. Начнем выпуск с последних данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. 203 новых случая COVID-19 выявили в регионе за сутки. В Якутске 71 заболевший, в Вилюйском районе 29, в Мирнинском районе 18 новых случаев, в Мегино-Кангаласском 14, в Нерюнгринском 13, в Алданском 12. От 1 до 8 случаев зафиксировали еще в 16 районах Якутии. В Тампонском районе за время пандемии выявлено 234 случая заражения, 5 летальных исходов. Выздоровело 188 человек. Новогодние дни. Горячие линии, открытые на базе районной больницы и единой диспетчерской службы, будут работать в усиленном режиме. С подробностями Мария Винокурова. Сегодня в ковидном отделении находится 13 человек, в провизорном – 2. Амбулаторно лечится 21 человек, 7 из них – дети. Всего в Тампонском районе зарегистрировано 167 контактных людей. На сегодняшний день перед длительными новогодними праздниками центральная районная больница и врачебные амбулатории наследников полностью обеспечены противовирусными препаратами, антибактериальными, в том числе дорогостоящими, на сумму более 9 миллионов рублей. Тампонской районной больнице с начала пандемии оказывается большая поддержка со стороны Министерства здравоохранения и меценатов. Только от компании «Полиметалл» приобретено медицинского оборудования на сумму около 7,5 миллионов рублей. Медтехникой оснащены палата интенсивной терапии, отделение райбольницы и врачебные лаборатории наследников. На борьбу с новой коронавирусной инфекцией из Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия и по спонсорской линии Тампонская центральная районная больница получила большое количество медицинского оборудования, в том числе переносной рентген-аппарат, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Также была поддержка на приобретение средств индивидуальной защиты и медикаментов. В районе развернуто инфекционное отделение на 10 коек с возможностью расширения до 20 мест, а также провизорное отделение до 25 коек и пульмологическое отделение на 5 мест. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Момском районе неизвестный водитель протаранил опору и оставил без света жителей села Соболох, в котором проживают 249 человек. Для оперативного восстановления электроснабжения специалисты Момского РЭС «Саха-Энерго» включили резервный источник питания. Восстановительные работы продолжаются. После их завершения электроснабжение будет осуществляться по постоянной схеме. Открытие нового здания врачебной амбулатории состоялось в селе Покровка Амгинского района. В населенном пункте проживает более 600 человек. Одним из наболевших вопросов было отсутствие больницы. Старое здание, построенное еще в 1969 году, было признано аварийным и закрыто в 2017. С тех пор медики села были вынуждены работать в приспособленном здании. Новый объект построен по национальной программе здравоохранения. Одним из новшеств является открытие кабинета неотложной терапии. До приезда бригады скорой из центра района здесь будут оказывать первую необходимую помощь пациенту. Также кабинеты специалистов оснащены современным медицинским оборудованием. До этого жители у нас показывались врачу. У нас была кухня оборудованная под врачебную амбулаторию. Там никаких условий не было, были просто перегородки. Поэтому ютились мы как в простом доме обычно. А сейчас уже вот типовое здание пришло. Мы очень рады этому. Пришли новые аппараты, которыми мы не умеем пользоваться, но мы будем учиться. Прокуратура Горного района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. Установлено, что 2 муниципальных образования не разработали и не утвердили проект организации дорожного движения, а именно транспортно-эксплуатационные характеристики, требования технических регламентов и определение необходимости проведения их ремонта. Прокуратура района обратилась в суд, который удовлетворил иски в полном объеме. Решение суда находится на исполнении. В соответствии с федеральным законом номер 196
о безопасности дорожного движения, разработка проекта организации дорожного движения осуществляется по мере завершения сроков действия существующих схем расположения тех или иных дорожных знаков и схем горизонтальной дорожной разметки. Таким образом, проект организации дорожного движения представляет собой документ, разработка которого необходима для организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках в целях повышения ее пропускной способности, а также обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестяг через реку Лену открыли досрочно. Исходя из фактического состояния толщины льда, установлена грузоподъемность массой 5 тонн. Общая протяженность ледового автозимника 12 километров. Произведены работы по устройству подходов с обоих берегов реки и основных полос для движения в каждом направлении. Также устроены резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта. Установлены дорожные знаки и информационные щиты на въездах на ледовый автозимник. Организовано круглосуточное дежурство дорожных служб. Глава Якутии с рабочим визитом посетил город Покровск Хангаласского района. В рамках рабочей поездки он побывал в новом жилом доме, построенном в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного ветхого жилья. Также он посетил новую набережную города. С подробностями Юрий Осипов. Семья Савиных ждала этого новоселья около 40 лет. До этого они жили в доме 61-го года постройки. По словам новоселов, стены и потолки в нем были изношены на 90, а местами и на 100%. Признаются, что сейчас активно готовятся к переезду. Да, конечно, мы очень рады, что получили ключи новой квартиры в этом году. Именно в центре города. Очень рады. Мы этого момента ждали очень долго. И вот, наконец-то, можно сказать, дождались. Конечно, хочется такая программа, чтобы еще дальше продолжалась, чтобы все жители республики нашей имели возможность улучшить свои жилищные условия. Новоселов посетил глава региона Айсен Николаев. Всего же в введенном доме получили квартиры 30 семей. Все они раньше жили в аварийном жилье. Сообщается, что дом оборудован счетчиками расхода ресурсов, в том числе расхода тепла. Хозяйка всю жизнь мечтала, и Катя говорила все время, что 60 лет наступит, может тогда получу. Вот как раз в канун 60-летия, канун Нового года, новая квартира, замечательный дом. Хотел бы особо отметить строителей, местных строителей, которые очень хорошие, современный дом. Первый дом в Покровске с лифтами построен, и он как раз построен для наших жителей, которые переезжают из аварийного жилого фонда. Жители очень благодарны, у некоторых слезы на глазах. Это, конечно, тоже очень волнительно. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее люди из аварийного жилого фонда в нашей республике переезжали в современное, благоустроенное, комфортное жилье. Также глава Якутии посетил новую современную набережную Покровска. Здесь построены 3 теплых павильона, большая детская площадка, роллердром, воркаут, площадь с навесами, качелями и даже амфитеатр со смотровыми площадками. Здесь появился, наверное, не побоюсь, наверное, самый лучший такой проект из реализованных сегодня в республике пространств общественных. Окончательно он откроется уже по весне, когда потеплеет. Но уже сейчас видно, что здесь есть место для детей, для молодежи, для взрослых, для старшего поколения. Все очень правильно разработано, как раз с учетом современных потребностей людей. Очень рад, что и незабытые предприниматели, для них здесь тоже появились ряд павильонов. Новый год – особенная пора. Время чудес и исполнения желаний. Переселение в новый дом стало настоящим подарком в канун Нового года. Многие жители ждали его на протяжении долгих лет. А новая набережная стала подарком уже для всех покровчан. Юрий Осипов, Семен Семенов, Хангаласский улус. Рост цен на деликатесы зафиксировали в городе Якутске. Если в Центральной России продуктовый праздничный набор исчисляется продуктами первой необходимости, то в нашем регионе на это влияют продукты местного производства. Рыба подорожала в среднем на 300-400 рублей по сравнению с прошлым годом. Ранее чир стоил от 800 до 900 рублей за килограмм. Сегодня хорошая подледка продается за 1200. На ценообразование повлиял низкий улов. Подорожало и мясо. Килограмм жеребятины сейчас стоит от 500 до 800 рублей. Ряд северных и арктических районов Якутии в следующем году получат новую технику для нужд жилищно-коммунальных хозяйств. Вместе с тем, частные коммунальные организации стараются не отставать. В Среднеколымск после Нового года также прибудет спецпартия. Насколько это затратно для частных компаний, узнал наш корреспондент Дмитрий Тымыров.
Добраться до Среднеколымска из Якутска – дело непростое. В среднем 4 дня в пути, и то после Устнеры, где заканчивается федеральная трасса. По Зимнику может проехать только крупный автотранспорт. Тем не менее, движение зимой здесь не останавливается. Перевозят пассажиров, продукты, товары и спецтехнику. Какую опытные ресурсоснабжающие компании знают отлично. Наша компания больше 10 лет оказывает услуги водоотведения в городе Среднеколымске. Изначально мы приобретали только новую технику, и в основном это были автомобили марки КАМАЗ. И обязательно среди этих автомобилей приобретался один так называемый КАМАЗ Сайгак, это КАМАЗ-43-118, полноприводный. Главный коммунальщик Среднеколымска Александр Новосельцев самолично перегоняет необходимые машины прямиком из Челябинска. Именно там, на заводе, он уже не первый год приобретает технику для работы. Ведь суровые северные условия может выдержать далеко не любое авто. К сожалению, дороги в нашем городе достаточно плохого качества, а проезд на свалку только вездеходами можно проехать. Поэтому как весна, осень, снегопад, морозы, довольно затруднительно осуществлять услугу водоотведения обычными КАМАЗами, так называемыми велосипедами. Они не могут просто проехать к септикам. В итоге им были закуплены 2 полноприводных ассенизационных вакуумных КАМАЗа. Именно эта марка автомобиля хорошо заявила о себе в условиях севера. Плюсы полноприводного КАМАЗа – это его проходимость. Достаточно высокое качество, как это не смешно, и ремонтопригодность. Поэтому предпочтение мы отдаем именно этой марке. И лишь в первых числах января новая техника прибудет в столицу региона, а до пункта назначения уже в первой декаде нового года. Перегон требует много времени и сил, в лучшем случае полмесяца на дорогу. Определенные риски на трассе и плюс ко всему этому существенные затраты. Но это все равно дешевле, чем обращаться в транспортные компании. Перегон достаточно сложный, долгий, особенно в зимний период, и затратный финансово. Если сам КАМАЗ стоит порядка 4,5 миллионов, где-то около 300 тысяч – это еще перегон. Это если перегонять самому, не нанимать транспортную компанию, где ценник вообще стремится к бесконечности. Частные ресурсоснабжающие компании из отдаленных районов надеются на более существенную поддержку от региональных властей. Ведь именно они на свой страх и риск и зачастую за свой счет поддерживают благополучие и качество жизни на якутском севере. Дмитрий Тымыров, Анна Васильева, Якутск. На этом пока все, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.